Дорогие друзья, очень внимательно послушайте то, что я буду сейчас вам рассказывать, потому что это рассказ про новый вид телефонного мошенничества. Мне сегодня позвонила женщина и представилась инспектором пенсионного фонда, что я сразу решила, что это мошенники, но она ничего у меня не просила, понимаете? То есть она такая сказала: у вас найдены 1,5 года трудового стажа, неучтенных в каких-то там реестрах. Очень правильная речь, спокойная, абсолютно не давящая. Возьмите, пожалуйста, листок бумаги и ручку и запишите бумаги, какие вам документы нужно принести. И перечисляю, значит, документы. Когда будете готовы, скажите. Я говорю, я готова. Нужно взять СНИЛС, паспорт, ИНН и трудовую книжку. Я начну что-то рассказывать про то, что трудовую книжку я могу не найти, потому что у меня ИП. Ничего страшного, если вы зарегистрированы на госуслугах, у вас есть электронная трудовая книжка, это не проблема, она мне говорит, все нормально. Да, хорошо, я все записала. Мы находимся по такому-то адресу, говорит прямо адрес. Запишите, пожалуйста. Я записываю. Меня зовут так-то, так-то, я старший инспектор. Лучше до 27-го к нам приехать, чтобы очень все спокойно. И все прям логично она объясняет. Я прям верю. Понимаете, человек с 2 высшими образованиями. Я прям верю ей. Потом она, значит, говорит о том, что я бы хотела, чтобы вы ко мне пришли, потому что потом я уже иду в отпуск. Там дело передадут младшему сотруднику. Ко мне это попадет только после отпуска. Давайте этот вопрос решим прямо сейчас. Может быть, на следующей неделе мы сможем с вами записаться. Когда вам удобно? Я такая открою календарь, нахожу дату, время, когда мне удобно. Говорю, вот может быть, вот в это время. Она говорит, хорошо, я сейчас пробую вас записать. К вам по СМС придет, уточняет у меня адрес. Она меня прям знает по имени, отчеству. Мой почтовый адрес, который я использую только для общения с налоговой, пенсионным фондом и так далее. Сейчас вам придет, вернее, СМС с номером талона. Вот, с номером талона. Если придут нули, то значит времени на вот это время, там, на 17 число, на 14:00 нет. Тогда мы попробуем на другое время записаться. А если он будет не нулевой, значит мы записаны с вами на то время, которое вам удобно. Я говорю, сейчас мне придет по СМС. Да, она такая придет по СМС. Мне не приходит по СМС ничего, кроме СМСки от госуслуг. СМС-ка от госуслуг гласит, ну там слово пароль даже не звучит. Для смены чего-то такого я скажу точно, я напишу прям здесь вот в сообщении, как это выглядело. Не помню точно, смс-ку сейчас не могу посмотреть. Я говорю, нет, мне никакого талона не пришло. А вам не пришло? Не пришла смс-ка от госуслуг? Я говорю, пришла смс-ка от госуслуг. Но здесь написано, что это код для смены учетной записи. У нее и на это заготовочка. Она говорит, ну это просто технические такие приходят от госуслуг сообщения. Скажите мне эти 4 цифры. Я говорю, я не буду вам говорить 4 цифры. Она говорит, но мы тогда с вами не запишемся. Я говорю, ничего, я так к вам приду по этому адресу. Она говорит, вы не сможете прийти, мы без записи не принимаем физических лиц. И вы потеряете эти 1,5 года стажа, и что-то там куда-то уйдет в налоговую только через полгода с посещением налоговой и так далее. Я говорю, очень хорошо, я так и сделаю. Она прям мне начинает рассказывать, какие беды меня ждут. И она тут же бросает трубку. То есть она понимает, что я ей ничего не скажу, она тут же бросает трубку. И потом в Сбербанк мне приходит сообщение, что вам звонили мошенники. Теперь внимание, смотрите. Тут, получается, давят совершенно на другую эмоцию. Обычно эти мошенники, они очень сильно давят прямо на страх. То есть они прям пугают. Это не пугало. Это прямо договаривалось, то есть входила в доверие, заботилась обо мне, понимаете, да? И я так думаю, что люди возрастные, ну, уже там к 50, после 50, 90% уже должны очечки надеть, чтобы смс-очку посмотреть. Циферки видны, а сама надпись не видна. Уже расплывается там из-за дальнозоркости, из-за вот этого вот возрастного изменения зрения. И циферки-то так они и скажут. Очень убедительно звучит. Очень убедительно, прям очень. Поэтому
Пожалуйста, сообщите своим, особенно сами не попадайтесь, да, и сообщите своим родным, близким, тем, кто, ну, может попасть на это, родителям прежде всего. Да и детям тоже. Что могут сделать на госуслугах? Например, взять какой-нибудь кредит на вас или на ваших родных и близких. Они просто забирают вашу учетную запись, вы ничего не успели сделать, а они там уже наделали всяких разных дел. Ну, в основном, конечно, речь о взятии кредитов.